Фестиваль реконструкторов почти всегда это ощущение некого временного портала и невольный сюрреализм происходящего, когда, например, русский богатырь делает селфи с солдатами вермахта. Мы должны знать свою историю, включая ее трагические страницы, говорят реконструкторы. Народ, который не помнит свое прошлое, не имеет будущего. Это, пожалуй, самое крылатое выражение историков, лейтмотив фестиваля. Стоит задача молодое поколение приучать к правильным традициям, давать им урок мужества и делать так, чтобы в их душах остался рубец от скажем, памяти о тех подвигах, которые совершали наши предки, чтобы они знали, что они наследники великого народа, великих воинов. Идея нашего объединения реконструкторов Республики Коми, она заключается в том, чтобы рассказывать об истории нашего государства, о военной истории, великой истории великого государства. Чтобы дети наши знали, чтобы они гордились нашими героями, а не американскими, не немецкими, не так далее, не чем-либо другими. Как-то ничем, да, не отличаются? Да уж, конечно. То есть вообще ни у кого ассоциации. Все нормально, железка. Офигенная железка. Когда остров, знаешь, как бутылки классно рубят? А людей вот это рубит лучше. Сентябрь – месяц безжалостной рубки для всех средневековых военно-исторических клубов. Дата битвы на Куликовом поле – святая. В поселок Водный приехали 3 таких республиканских клуба – «Цитадель», «Твердыня», «Войпель». Но только у «Войпеля» на флаге надпись оказалась на коми-языке. Правда, и это еще один кивок в сторону сюрреализма, на Куликовом поле «Войпель» представлял татаро-монгол. Степные воины, конечно, прежде всего это конные. То есть это высокомобильные, это легко одетый воин, которому может просто очень быстренько переместиться в нужном месте и там что-то сделать. Со стороны может показаться, что у взрослых до сих пор где-то засело детство. Но на самом деле здесь все серьезнее некуда. Внимательность к деталям и щепетильность в их воссоздании чувствуется во всем. На мне типичный боевой костюм новгородского ушкуйника. Они, конечно же, были наемниками и выступали за разные стороны, но сегодня я выступаю на стороне русичей. Отличительная особенность его, вот я сейчас сниму эту боевую кольчугу. Отличительная особенность – это пояс. Чем выше он затянут, тем состоятельней был ушкуйник. По традиции наемники шли в первых рядах и защищали собой от монгольских стрел основную ударную силу – русских богатырей. И пусть я героически погиб первым и быстро перешел в разряд болельщиков, свою задачу выполнил в полной мере. В зубодробящем поединке сила русского меча оказалась доминантной. Дайте коня мне на добрый день, ой, что-то вы засиделись, братцы, не пора нам разгуляться, Русь молодая, сила немедла, дайте коня мне на добрый день. В реконструкции боев Великой Отечественной детали и нюансы тоже важны. Если это, например, 43-й год, у бойцов Красной Армии должны уже быть погоны на плечах. Если это перестрелка с горными стрелками вермахта из Эдельвейста, все нашивки у немцев должны соответствовать. Нет, ну, конечно, есть и начинающие реконструкторы, но на ворчание опытных они не в обиде. Я как бы пока еще реконструктор, но где-то, может, в первом классе. Потому что тут повстречался с ребятами с Усинска, с Сыктывкара. Ну, они доки в этом, они начали придираться к моим нашивкам и прочее, и прочее. Ну, я об этом не обижаюсь, как бы, да. Если история, она должна быть, как сказать, ну, Настоящая. Да, настоящая. На этот раз столкновение Красной Армии и немецко-фашистских войск проходило у последнего оплота Севастополя – 35-й батареи. По сценарию обе волны немцев захлебнулись, и победу держали советские моряки. Если в битве за Севастополь стреляли немного, в основном кидали гранаты и шли в рукопашную, при воссоздании афганских и чеченских эпизодов холостых не жалели. Макетов АКМов хватило на всех, в душманов и террористов выпускали целыми рожками. Спецназ работал четко, как всегда. А потом, на радость зрителям, мастера показательно ломали доски, ловко управляли нунчаками и крутили вертушки, что выглядело весьма патриотично. Максим Васильев, Олег Юшков, Артем Соколов, телеканал Юрган, поселок Водный, Ухтинский район.